В эфире выпуск новостей, в студии Иван Лазаренко, и вот главные темы этого выпуска. Как проходит навигация в Ленском речном порту в этом году? Росатом начал подготовку будущих специалистов, которые будут работать на атомной станции в Усть-Куйге. Подходит к концу смена отдыха детей из Якутии в Международном образовательном центре «Артек». Ребята делятся своими впечатлениями. Накануне поздно вечером поступило сообщение о пожаре частной дачи в городе Якутск по адресу Вилюйский тракт, 16-й километр, СОТ «Природа». На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. На месте происшествия обнаружено 2 погибших мужчин. Личности устанавливаются. В результате пожара огнем повреждена дача на площади 48 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. По итогам первой половины текущего года в Якутии заключено более 420 тысяч договоров страхования, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий показатель собранных страховых премий за год увеличился на 24% и достиг 2,8 миллиарда рублей. Причем рост отмечался во всех значимых сегментах страхового рынка. Объем премий по договорам страхования от несчастных случаев и болезней вырос в 1,5 раза и приблизился к 900 миллионам рублей. Повышение интереса якутян к долгосрочному страхованию жизни способствовало приросту премий на 18% до 747 миллионов рублей. В сегменте ОСАГО сумма собранных премий за год возросла на 20% до 570 миллионов. Этому в том числе способствовало то, что полис ОСАГО сегодня можно приобрести как привычным способом в электронном или бумажном виде, так и на платформе Marketplace. К 2028 году в Усть-Куйге будет построена атомная станция малой мощности на базе реакторной установки «Ритм-200». Объект позволит практически в 2 раза снизить стоимость электроэнергии в Устьянском районе и позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 тысяч тонн в год. Росатом уже начал подготовку будущих специалистов-атомщиков, которые будут работать на станции в Усть-Куйге. О будущих высококвалифицированных кадрах для республики в материале Айсены Бурнашовой. Ставка на молодые кадры. Росатом запустил программу целевого обучения якутян в центральных вузах страны. Образовательный проект стартовал весной этого года и тут же получил отклик. Из 11 якутских абитуриентов, пройдя серьезный отбор, порог ведущих университетов уже переступили 4 студента. Один из них – Валентин Шадрин. Учусь в ВУЗе Нижегородском государственном техническом университете, в Институте ядерной энергетики и технической физики. Был открытый конкурс, нам преподаватели рассказали, что вот есть возможность обучаться на целевом обучении от такой серьезной организации. Требовали портфолио, получается, чем больше было достижений, чем у вас было больше шансов. Выпускника СВФУ, будущего физика-ядерщика, с детства интересуют технические науки, в частности, атомная энергетика. Вместе с Валентином приблизиться к мечте программа целевого обучения Росатома позволила еще 3 якутянам. Они поступили на программу специалитета Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Мы приняли решение готовить персонал для нашей будущей атомной станции, и предпочтение ребятам из Якутии для того, чтобы они смогли получить образование и вернуться домой. Мы лучшим студентам оплачиваем стипендию дополнительную, тем, кто будет учиться на хорошо и отлично, а также возможность оплаты дороги домой на каникулы для того, чтобы было ребятам комфортно. После обучения якутяне будут задействованы сначала в проекте сооружения атомной станции, а затем и на самом объекте при его эксплуатации. Только в период строительства в Усть-Куйге будет создано до 700 новых рабочих мест. Росатом уже планирует расширять целевой набор. Следующий конкурс состоится летом 2022 года. О количестве мест в списке вузов и этапах отбора можно будет ознакомиться весной. Любой абитуриент может принять участие в конкурсе, и если он хорошо сдаст
экзамены в школе, да, ЕГЭ сдаст, высокий балл проходной получит. Коллеги из Министерства образования Якутии, да, помогают нам в привлечении студентов. Я думаю, что, наверное, пока самый правильный путь такой, через Министерство образования. В дальнейшем, возможно, это будет тоже на сайте Росатома. Айсена Барнашова, Виктор Олесов, Москва, Нижний Новгород. Наш эфир продолжит брифинг по пожароопасной обстановке. Предлагаем послушать. Семен Илларионович, здравствуйте. О текущей ситуации с лесными пожарами. Добрый день. На сегодняшний день на территории Республики Саха-Якутия с учетом зон контроля действует 57 лесных пожаров. Из них на охраняемые зоны на тушении 19 пожаров. Это вот центральных районах и близких группах районов это идет. 4 пожара в Мгинском, Хангаласском, Черчинском и Буддийском районах локализованы. 12 пожаров за сутки ликвидированы. Это 2 зоны контроля и 10 охраняемые зоны. И сегодня задействовано 436 человек в тушении лесного пожара и 49 единиц тяжелой техники. Работает всего воздушной техники 5 и 2 вертолета ВСУ на тушение лесных пожаров Вилюйского, Усмайского и центральных районов. На сегодняшний день по населенным пунктам и объектам экономики угрозы нет. Это был брифинг по пожароопасной обстановке, ну а мы переходим к другим темам. В Алмазном регионе остается чуть больше месяца до окончания навигации. С мая сотрудники Ленского речного порта обработали 256 тысяч тонн. Как проходит навигация в этом году и какие нюансы есть в работе портовиков, узнавала Юлия Золотарева. Вова, на землю сначала, смайнуй ее! Ну, знаете, ощущение ответственности, потому что ты отвечаешь за людей в первую очередь. Второй же, опять же, отвечаешь за тот груз, который ты разгружаешь, погружаешь. Для Сергея Иванкова это первая навигация в Ленском речном порту. Работа мастера ответственная и сложная. Все тонкости погрузки и разгрузки знает не только со стороны. Сам начинал со стропольщика. Говорит, здесь главное знать логистику груза и все требования безопасности. Остальные нюансы на работу почти не влияют. Это первая навигация, сравнить пока не с чем. Ну, знаете, свои тонкости, свои все равно есть. Когда пожары были, да, было немножко трудновато, дым, и видимость была немножко плоховата. И, справились. Как видите, навигация идет, не останавливается ни на день, ни на секунду не остановилась. В этом году навигация началась 18 мая. Первым в Ленский речной порт прибыло судно компании «Алроса Лена» с техническим грузом более 2000 тонн. Сегодня уже обработано порядка 256 тысяч. Из них 160 для компании «Алроса». Это на 50 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. От плана работники не отстают, работают круглосуточно. Не помешал и режим ЧС из-за лесных пожаров. Если обычно сюда идут 3-4 дня, дни сильного задымления из-за плохой видимости шли до 10 дней. Зато река не подвела. Нынче у нас река полноводная. Если смотреть на нижний участок реки Максоголох, это доставка клинкера, да, значит, у нас 100% загрузка судов. Если по верхнему участку смотреть, по Учкуту до Ленска, соответственно, минимальная загрузка в процентном соотношении – это 70% выходная. До конца навигации остается чуть больше месяца. Суда планируют встречать до 20 октября. За это время сотрудники порта разгрузят по плану еще более 70 тысяч тонн клинкера, селитры и различного технического оборудования. Если погодные условия позволят, речной порт проработает до начала ноября, как в прошлом году. После закрытия навигации останется отгрузить груз со склада и заняться ремонтом портальных кранов и плавсредств. Юлия Золотарева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». В Якутске состоялась пресс-конференция по итогам работы комплексной экспедиции в заповеднике Медвежьи острова. Научно-исследовательские работы на территории заповедника были организованы силами сотрудников Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук, Института археологии и этнографии и других. Ученые проводили инвентаризационные работы, работы по разнообразию животного мира, а археологи работали по стоянкам. Всего на территории заповедника отмечено 27 видов диких животных и 8 видов растений, включенных в Красные книги России, Республики и Красный список Международного союза охраны природы.
Медвежьи острова интересуют не только орнитологов, но и всех зоологов, ботаников. Вот. И у нас экспедиция была комплексная. Мы работали с 28 июля по 20 августа. Участвовали, кроме нас, и археологи. Вот. Провели исследования зоологические, ботанические, разрезы почв делали. В общем, подход был комплексный. Пространство коллективной работы «Точка кипения» отметило свое 3-летие. В 2018 году федеральная сеть пространств коллективной работы впервые открылась в городе Якутске, 15-й по счету. На сегодняшний день по всей стране насчитывается 119 точек кипения. Вот уже 3-й год пространство продолжает быть двигателем общества, и каждый раз точка кипения Якутска улучшается, подстраиваясь под новые реалии и тренды. В эти дни в честь дня рождения проходит проектная сессия под названием «Сохранение природы для будущих поколений». Работа проводится с целью обсуждения глобальных вызовов и формирования списка идей для содействия в решении экологических вопросов республики. За это время в Якутске появилась еще одна точка кипения в университете. И мы сейчас вполне серьезно обсуждаем создать детскую точку кипения на базе детской и юношеской библиотеки. Для того, чтобы дети тоже могли втягиваться в проектную работу. Что хочу сказать, что точка кипения – это место для общественное пространство для работы граждан, то есть по сообществам. Оно бесплатное, каждый желающий может зарегистрироваться на Лидер ID, завести свой там аккаунт и заявляться на любое свободное время и проводить здесь мероприятия. Понятно, сейчас во время пандемии с ограничением по рекомендациям Роспотребнадзора, да? И главная задача, у нас уже за 3 года посетила точку 30 тысяч человек. В прошлом году наша точка вошла в топ-10 точек по активности Российской Федерации. Подходит к концу смена отдыха детей из Якутии. В Международном образовательном центре «Артек» 56 детей из населенных пунктов республики, пострадавших от лесных пожаров, стали частью большой 1,5-миллионной семьи артековцев. Ребята посетили музей космоса во дворце Сулуксу, учатся в легендарной артековской школе и посещают кружки дополнительного образования. Их здесь более 60. Ребята из Якутии принимают участие в творческих и спортивных событиях, развивают новые навыки, покоряют аюдак и заводят новых друзей. Связь с родными дети поддерживают через вожатых и онлайн-трансляцию, куда всем родителям предоставлен общий доступ. Отметим, что по поручению президента Владимира Путина и Министерства просвещения России «Артек» принял детей из республики. К этому часу пока все. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале.